Китайские власти заключили договор о строительстве колонии в Восточном Туркестане с компанией, специализирующейся на охранных системах, офис которой находится в Гонконге. По сообщениям Frontier Services Group, предоставляющей логистику и охранные услуги фирмам, работающим в зоне риска, было подписано предварительное соглашение с Китаем о строительстве колонии в Кашгаре. На фоне массовых задержаний миллионов мусульман Восточного Туркестана данная новость вызвала обеспокоенность уйгуров и международных правозащитных организаций. В свою очередь, секретарь Эрика Прайнса, владеющего активами Frontier Services Group, заявил, что не осведомлен о данном соглашении. В районе Ак-Язы города Сакария был организован протест против китайских репрессий над мусульманами Восточного Туркестана, одновременно с которым в городе Эль-Азык был проведен митинг, организованный главой Народного собрания Восточного Туркестана Сеидом Тунтюрк. Министр иностранных дел США Марк Помпео заявил о расторжении договора об атомном вооружении среднего диапазона, подписанного в 1987 году президентом Америки Рональдом Рейганом и лидером Советского Союза Михаилом Горбачевым. Дональд Трамп объявил о своей поддержке союзников по НАТО, которые также отказались от данного договора. В свою очередь, НАТО заявила о своем согласии с руководством США. На сайте Теленьюз было обнародовано письмо президента Афганистана Эшрефа Гани, в котором он просит США не выводить войска полностью и советует сократить численность военных для снижения расходов. Группа республиканцев и демократов США выдвинули кандидатуру Ильхама Тохти на Нобелевскую премию. Ильхам Тохти, находящийся в китайской тюрьме последние 5 лет, приговорен к пожизненному заключению. Марк Рубио заявил, что номинирование Ильхама Тохти оказалось важным решением, особенно в момент, когда правительство Китая подвергает уйгуров и представителей других этнических групп тяжелым репрессиям.